эфире телеканала «Якутия-24». Актуальное интервью. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Были затронуты новые меры поддержки семей с детьми. Буквально недавно главарь Якутии Айсен Николаев подписал указ о дополнительных мерах, направленные на поддержку рождаемости в республике. Власти региона предусмотрели дополнительные меры поддержки для семей с детьми, рожденными после 1 января 2019 года. Об этом и не только мы сегодня поговорим с министром труда и социального развития Якутии Еленой Волковой. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Какие меры по поддержке семей с детьми сейчас есть у нас в республике? Хотелось бы отметить, что семейная политика и поддержка семей с детьми всегда являлась и сегодня является приоритетным направлением в социальной политике республики. И на поддержку семей с детьми в 2019 году будут направлены 6 миллиардов 800 миллионов рублей. И только по нашей линии, по линии Министерства труда, будут направлены около 4 миллиардов рублей. Если говорить о том, какие меры предусмотрены, значит, где-то 1 700 миллионов рублей направляются на детские пособия. В прошлом году мы повысили размер детских пособий в среднем в 1,5 раза. И более 50 тысяч семей, в которых воспитывается 90 тысяч детей, сегодня получают эти меры поддержки. Безусловно, на мой взгляд, очень актуальной, востребованной мерой является предоставление государственной социальной помощи на основе социального контракта. Что это означает? Предоставляется помощь семье. Средний размер у нас составляет примерно 150 тысяч рублей. Семья может направить на приобретение крупного рогатого скота или какую-то технику для развития подсобного хозяйства. Могут направить деньги на создание какого-то собственного отдела, повышение, переобучение. И, собственно, как говорят в пословице, дай семье, дай человеку не рыбку, а удочку. И как раз вот госсоцпомощь на основе социального контракта и предназначена для этих целей. За несколько лет мы заключили почти 7 тысяч контрактов. Более миллиарда рублей направлены на эти цели. И вот в послании президентом страны уже эта мера поддержки, она обозначена сегодня как наиболее перспективная мера, направленная на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А какие новые меры поддержки семей появились и кому они положены? В действительности, указом главы Республики Саха-Якутия от 14 февраля предусмотрены новые дополнительные меры поддержки, направленные на стимулирование, на поддержку рождаемости в нашей республике. Они будут предоставлены тем семьям, у кого родится 1-й, 2-й, 3-й и последующие дети. Если более подробно говорить, на первого ребенка будет предоставлена единовременная выплата в размере 2 прожиточных минимумов. Эта выплата составит около 34 тысяч рублей. Далее, при рождении 2-го ребенка будет предоставлен региональный материнский капитал. Его размер составит примерно, точнее, 30% от федерального материнского капитала. В 2019 году этот размер составит 135 тысяч рублей. При рождении 3-го и последующего ребенка вводится ежемесячное пособие до достижения ребенком 3 лет. Его размер составит прожиточный минимум. Условия предоставления являются среднедушевые доходы на одного члена семьи, не превышающие среднедушевые доходы населения в целом по республике, которые сегодня составляют 42 тысячи рублей. Таким образом, почти все семьи, в которых будут рождены эти дети, получат эту выплату, поскольку, к примеру, семья из 5 человек, мама, папа, 3 детей, значит, исходя из среднедушевых доходов 42 тысячи, доход должен не превышать 200 тысяч рублей. Исходя из этого, мы прогнозируем, что
практически все семьи получат эти выплаты. А правильно ли я понимаю, что при назначении этих выплат будет учитываться доход семьи? Ну вот как раз я и остановилась на том, что при рождении первого-второго ребенка доход семьи не будет учитываться, а при рождении третьего ребенка как раз будет учитываться вот этот среднедушевой доход, который сегодня по данным статистики составляет 42 тысячи рублей. А есть ли срок действия выплат? Срок действия выплат не предусматривается. Указом главы эти выплаты вводятся с 1 января 2019 года. Сегодня мы разрабатываем порядок назначения и выплаты, который должен быть утвержден до 1 марта текущего года. Сейчас у многих мам будут возникать вопросы, куда им нужно обращаться? По вопросам выплат нужно обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Получается, если ребенок, например, родился в декабре 2018 года, такая семья может рассчитывать на какие-то выплаты? Эти выплаты направлены на семей, в которых родятся дети с 1 января 2019 года. Однако же в 2018 году также были введены дополнительные меры поддержки. К примеру, если в семье родился первенец, первый ребенок, с января 2018 года действует новая выплата, это ежемесячное пособие на ребенка, которое у нас предоставляется до 1,5 лет, размер прожиточный минимум, размер пособия, и условия предоставления – это 1,5-кратный прожиточный минимум на одного члена семьи. В послании президентом страны сказано, что данное условие будет пересмотрено в сторону от 1,5 будет увеличен до 2-кратного прожиточного минимума. Это означает, что увеличится охват тех семей, которые будут иметь право на ее получение. А какие еще меры поддержки есть, кроме тех, которые вы уже упомянули, которые реализуются в рамках нацпроекта «Демография»? Действительно, мы сегодня с вами проговорили основные меры поддержки в рамках проекта «Финансовая поддержка семей с детьми». Это первое направление в рамках национального проекта «Демография». Также есть еще 4 направления. Это содействие занятости женщин. Во-первых, будут проведены комплекс мер по повышению квалификации, по переподготовке тем женщин, которые находятся в отпуске по уходу. И, конечно, таким основным направлением это обеспечение садами, ясельными садами. До 2021 года вся потребность в ясельных группах должна быть обеспечена. А можно ли республиканский материнский капитал «Семья» направлять сразу на погашение ипотеки, а не так, как, например, в Приморском крае нужно ждать 1 год? В нашем региональном материнском капитале не предусмотрены какие-то требования по отсрочке, по его использованию. Если семья сегодня здесь и сейчас хочет его использовать, она обращается в Управление социальной защиты, пишет заявление на распоряжение и его использует. У нас нет ограничений. Хотелось бы отметить, сегодня размер республиканского материнского капитала составляет 139 тысяч рублей. И он у нас реализуется в дополнение к федеральному материнскому капиталу. Федеральный материнский капитал был введен в 2007 году. Если его размер тогда составлял 250 тысяч рублей, то сегодня его размер уже 453 тысячи рублей. Он предоставляется при рождении 2-го ребенка. Региональный материнский капитал предоставляется при рождении 3-го ребенка. И в своем послании президент страны говорил о том, что будут введены дополнительные меры поддержки в виде материнского капитала при рождении 3-го ребенка в размере 450 тысяч рублей. Мы считаем, что это будет существенная мера поддержки для наших многодетных семей, безусловно.
А означает ли введение нового регионального материнского капитала при рождении второго ребенка, как вы уже говорили, который составляет почти 136 тысяч рублей, прекращение действия республиканского материнского капитала при рождении третьего и последующих детей? Нет, не означает. Все меры, которые приняты новым указом главы республики от 14 февраля, это меры дополнительные. Все те меры, которые на сегодня действуют, они и далее будут реализованы. Елена Александровна, огромное спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, что в гостях у нас была министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова. Мы говорили о мерах поддержки семей с детьми. В студии работала Анастасия Кобызева. Оставайтесь с нами.